В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия с начальником Интинского ЗАГСа. Руководитель территориального отдела рассказала о том, какие электронные услуги оказывает ЗАГС. Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния введен в эксплуатацию 1 октября 2018 года. Его внедрение стало важным шагом в цифровизации государственных услуг и позволило реализовать экстерриториальный принцип. Теперь россияне могут регистрировать акты и получать документы, не привязываясь к месту жительства, в том числе через личный кабинет на едином портале госуслуг. В настоящее время реализована возможность подачи в электронном виде заявлений на следующие государственные услуги, предоставляемые органами ЗАГСа. Государственная регистрация заключения брака, рождения, усыновления или удочерения, расторжения брака, смерти и, конечно, выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния. Для совершения юридически значимого действия для государственной регистрации акта гражданского состояния необходимо обращение в орган ЗАГС гражданина с документом, удостоверяющим личность, а также документ, подтверждающий основания для государственной регистрации акта гражданского состояния. Но вот если мы говорим о рождении, то это обращение родителей в орган ЗАГС, предоставление медицинского свидетельства о рождении ребенка. Если мы говорим о смерти, то это тоже обращение гражданина в орган ЗАГС, предоставление медицинского свидетельства о смерти или решение суда об объявлении умершим гражданина. Развод тоже также обращение гражданина, предоставление либо решения суда о расторжении брака, либо приговора с осуждением на срок более 3 лет, либо решение суда о признании одного из супругов недееспособным, либо безвестно отсутствующим. Установление отцовства тоже также не только по заявлению родителей, но и по решению суда об установлении факта признания отцовства. Если мы открываем портал госуслуг в разделе «Семья», у нас сразу же отображается список, который предоставляет орган ЗАГС, тех государственных услуг, которые предоставляет орган ЗАГС. Это смерть, рождение, развод, установление отцовства, усыновление, получение повторных документов и справок. Но самое простейшее – это получение повторных документов и справок. Здесь нужно обратиться к 9 статье Федерального закона об актах гражданского состояния, кто может получить данные документы. Либо совершеннолетний гражданин сам на себя, это повторное свидетельство о рождении, например, о заключении брака. Если это родитель несовершеннолетнего ребенка, да, то можно получить документ на несовершеннолетнего ребенка. Либо справка. Справка выдается в случае, если брак, например, расторгнут или родители лишены родительских прав. Справка о рождении ребенка. Подача заявления на регистрацию брака тоже достаточно простая услуга. Для этого гражданам требуется заполнить заявление, подтвердить его, выбрать время для регистрации брака и отправить заявление в ведомство. На расторжение брака здесь можно подать, если необходимо оформить расторжение брака по решению суда. Подать заявление по обоюдному согласию, если в семье нет несовершеннолетних детей, можно только при наличии квалифицированной, усиленной электронной подписи. Ну и сейчас очень пользуется успехом регистрация рождения в рамках суперсервиса рождения, когда родители, не выходя из дома, подают заявление на регистрацию рождения. Для этого также необходима подтвержденная личная страница на портале госуслуг. Сначала заявление заполняет мама о себе, указывает имя и дату рождения ребенка, отправляет на подтверждение отцу. Отец также заполняет о себе свои сведения и отправляет заявление в ведомство. ЗАГС получает эти сведения, регистрирует запись акта гражданского состояния не позднее следующего дня с момента поступления заявления и подписывается запись электронной подписью начальника. Сведения приходят маме на портал госуслуг, и она сразу же выбирает время для получения справки и свидетельства о рождении ребенка в удобное для нее время, указанное на портале. К сожалению, не все услуги ЗАГСа можно оформить электронно. Смена фамилии, имени или отчества онлайн через госуслуги невозможно. На то есть свои причины. Пока еще через портал госуслуг перемену имени невозможно оформить. Почему? Потому что
Помимо принятия заявления оплаты государственной пошлины требуется рассмотреть все актовые записи, которые создавались когда-либо в отношении человека. И если в какой-то актовой записи находится ошибка, ее сначала нужно исправить. Да, неправильное имя указано, там, место рождения некорректно указано, или в разных актовых записях по-разному это указано. Да? Отсутствуют точки, например, да, Семеновы, Семеновы. Вот. Сначала необходимо устранить эту ошибку, а потом уже оформить перемену имени, фамилии или отчества. Цифровизация услуг ЗАГСа является частью масштабной программы по повышению эффективности управления и улучшению качества жизни граждан. Основными преимуществами централизованной системы являются онлайн-доступ к ранее составленным актовым записям, независимо от места их нахождения на территории Российской Федерации, возможность прямо в день обращения получить повторный документ, свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте России, а также осуществление проверки достоверности, уникальности вносимых данных.